خفافيش الظلام والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Мы продолжаем изучать с вами Китабу аль-Джами'. Следующий хадис от Абу Хурайры ради Аллаху та'аля анху о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ман каля субханаллахи ва бихамдихи ми'ата марра хуттат хатаяху ва ин канат мисля забадиль бахр». Тот, кто скажет субханаллахи ва бихамдихи 100 раз, тому будут прощены грехи, сняты с него его прегрешения, даже если их столько, сколько пены в море. Хадис привели оба имама, имам аль-Бухари, имам Муслим. Так сказано: «Ман каля», кто скажет. Это предложение в арабском языке называется джумля шартия, то есть условное предложение. Первая часть – это условие. Вот кто скажет это, то что будет? Вторая часть условного предложения – хуттат хатаяху, то есть с него будут сняты прегрешения. Скажет, как скажет? Просто языком скажет он эти слова? Нет, не просто языком. Скажет эти слова, еще будучи убежденным в том, о чем он говорит, о чем сказано в этих словах, убежденным в этом сердцем. Субханаллахи ва бихамдихи. Что означают эти слова Субханаллахи ва бихамдихи? Великие слова. Субханаллах, мы говорили с вами уже неоднократно. Субхан – это существительное. Хорошо, существительное. Арабское существительное называется оно исм масдар. Исм масдар. Посмотрите, в арабском языке есть такие существительные, которые являются отглагольными существительными. Например, есть глагол саббаха. Что такое саббаха? Восславлять Аллаха. Саббаха. От него происходит отглагольное существительное тасбих, то есть восславление, тасбих. Это масдар, отглагольное существительное. А есть еще исм масдар. А что значит исм масдар? Это такое существительное, которое такое же по своему значению, как и масдар, отглагольное существительное, но отличается по своей форме. Хорошо? Сам настоящий масдар глагола саббаха какой? Отглагольное существительное глагола саббаха? Тасбих. Но субхан – это что то же самое, что тасбих. Причем сам глагол со словом субхан не упоминается. Нельзя сказать по-арабски «усаббиху субхана». Хорошо, если можно сказать «усаббиху тасбихан», «наславляю», «восславлением», то «усаббиху субхана» нет. Сам глагол, что опускается всегда. Итак, это исм масдар. Что означает это слово «субхан»? Это существительное «субхан». Оно означает отдаление Аллаха Субхану ва Тааля от всяких недостатков и всяких пороков. Вот что такое субхан. Субхан или тасбих – это отдаление, танзих Аллаха Субхану ва Тааля от всяких пороков и недостатков. Когда ты говоришь «Субхан Аллах», ты говоришь «Аллах непричастен и далек от всяких пороков, от всяких недостатков». То есть это значение имени Аллах Суббух, и имени Его Салам, и имени Его Аль-Куддус. Итак, субхан Аллах, понятно. Вабихамдихи, и хвала Ему. Аль-вау здесь, это называется лиль-халь в арабском языке, аль-ба бихамдихи называется лиль-мусахаба. То есть, буквально, если сказать о бихамдихи, Аллах далек от всяких недостатков, и вот эти слова совмести со словами восхваления Аллаха Субхану Тааля. Соедини их с хвалою, то есть соедини с бихамдихи. Что такое хамд? Хамд – это поминание того, кого восхваливает человек, кого он восхваляет, поминание его с любовью и возвеличиванием. Хорошо? Это называется хамд в арабском языке. Когда восхваляется кто-то с любовью и возвеличиванием, это называется по-арабски хамд. Так вот, получается, что первая часть этого зикра, субханаллах, она представляет собой что? Отдаление Аллаха Субхану Тааля от всех пороков и недостатков. А наоборот, вторая часть – утверждение в отношении Аллаха Субхану Тааля всего совершенства, всех качеств совершенства. Хорошо? Потому что аль-хамд – это упоминание о совершенстве кого-то с любовью и возвеличиванием, причем добровольное. Это важно.
Хамд что такое? Добровольное упоминание каких-то качеств совершенства в отношении кого-то с любовью и возвеличиванием. Поэтому, когда мы говорим «Субханаллахи ва бихамди», что значит? Мы отдаляем Аллаха от всех пороков и недостатков и утверждаем в отношении Аллаха Субхану ва Тааля все совершенство. Сказано, кто скажет эти слова 100 раз. Почему 100 раз? Можем ли мы сказать, почему 100 раз? Мы сейчас скажем с вами то же самое, что сказали по поводу зикра ля иляха илля вахдаху ля шарика ля лаху мульку ва хамду ва ля кулли шайин кадир. 10 раз, которые произносятся. Почему 10 раз? Аллах Субхану ва Тааля знает, почему 10 раз. Мы не знаем, почему 10 раз. Но наша задача что? Подчиняться тому, что говорит пророк алейхиссалату вассалам. Потому что это откровение от Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что количество каких-то поклонений. Почему 4 раката в намазе зухр? Почему 3 раката в намазе магриб? Почему этот зикр 100 раз? Это называется по-арабски таукифия. То есть, так установлено Аллахом Субхану ва Тааля, как поклонение Ему. Цель этого поклонения Ему посредством произнесения этой фразы столько раз. А мудрость этого, что знает Аллах Субхану ва Тааля. Дальше, по поводу того, нужно ли произносить эти слова подряд 100 раз, без перерыва. Или человек может произнести какую-то часть этих слов, потом заняться какими-то другими делами, потом еще, например, 10 раз. И так вот он может в течение дня произнести эти слова 100 раз. Как правильно? Подряд надо произнести 100 раз, или можно что? С перерывом на протяжении, например, даже целого дня это делать. Второе правильно. Почему? Потому что то, что шариат дал без каких-то ограничений, без каких-то оговорок, это называется как? Мутлак. Хорошо? Это и нужно оставлять что? Вот в таком вот безусловном, неограниченном понимании. Хорошо? Значит, даже если человек скажет 10 раз «Субханаллах бихамди», пройдет какое-то время, он потом еще скажет «Субханаллах бихамди», и так это будет что? 100 раз. Это достаточно. Хорошо. Некоторые люди понимают эти слова так. Кто скажет «Субханаллах ва бихамди ми'a марра». Хорошо? То есть, кто скажет «Субханаллах ва бихамди ми'a марра», то есть 100 раз ми'a марра, они думают, что нужно сказать вот эти слова «Субханаллах ва бихамди ми'a марра». Хорошо? Не то, что 100 раз сказать «Субханаллах ва бихамди», а вот сказать ми'a марра, и как будто это есть зикр. Хорошо? Нет, это неправильно. Здесь речь идет о том, что нужно его говорить 100 раз. Какие выводы из этого хадиса? Что тот, кто скажет вот эти замечательные слова, великие по своему значению, то с этого человека снимаются прегрешения, даже если их много. Потому что сказано, даже если прегрешений столько, сколько пены в море. Сколько пены в море? Знает только Аллах Субхану ва Тааля, сколько пены в море. А снимаются ли прегрешения и большие, и малые, или только речь идет о малых прегрешениях? Что мы скажем? Следует ли из большого количества прощаемых прегрешений здесь то, что сюда входят и большие прегрешения также, то есть аль-кабаир или нет? Здесь есть разногласия на самом деле между уляма. Некоторые уляма говорят, да, сюда входят и сагаир, и аль-кабаир, и большие грехи, и малые. Другие уляма говорят, нет, речь идет о малых прегрешениях. Что касается больших прегрешений, то для них что? Нужно совершать отдельное покаяние, тауба. Ведь даже пятикратные намазы, они стирают что? Малые прегрешения, а для больших нужно особое покаяние, тауба, говорят они. Как бы то ни было, есть мнение уляма, это хорошее мнение, которые говорят, что вообще не нужно здесь вдаваться в какие-то подробности и поднимать эту тему. Большие или малые только, хорошо. Сказано, прощаются прегрешения, поэтому ты говори ради Аллаха Субхану ва Тааля эти слова, надеясь на то, что будут с тебя сняты прегрешения, но при этом мы советуем тебе, если у тебя есть большие грехи какие-то, для них что сделать? Специальное покаяние. Для них сделай специальное покаяние. Итак, эти слова снимают прегрешения. Малые, да, это все единодушны. Большие, Аллаху Тааля алям, но мы даем тебе совет, что для больших прегрешений проси отдельно, то есть приноси покаяние отдельное. Теперь, некоторые уляма, и многие уляма, они советуют этот зикр, Субханаллах ва бихамди, 100 раз, который произносится, произносите его к концу дня. Почему к концу дня? Потому что, говорят они, если ты произнесешь их утром, потом в оставшуюся часть дня, возможно, ты еще сделаешь немало прегрешений. Хорошо? А так, если ты сделаешь их к концу дня, то те прегрешения, которые ты совершил в течение дня, они будут сняты с тебя.
как сказано, даже если столько, сколько пены в море. И даже некоторые уляма говорят, вообще, если их делать, что в самом конце уже дня, в самом конце. Ну, как бы то ни было, уляма говорят, хоть в хадисе об этом не сказано, говорят, что это из вечерних зикров. Из вечерних зикров. Аллаху та'аля алям. Этот хадис является опровержением джабария. Джабрииты кто такие джабрия? Те, которые говорят, что человек принужден к своим деяниям, что у него нет самостоятельных действий, самостоятельных деяний, что все, что он делает, это Аллах Субхану Тааля делает, он принужден к этому. Да? Здесь есть что? Опровержение этому где? В каких словах? Кто скажет? Кто скажет, то ему будет. То есть человек сам говорит, и за это есть ему награда. Если бы он был принужден, за что это была бы награда ему была бы, если бы он принужден? И сказано, что он сам говорит. Это что касается данного хадиса.